Я в октябре 6-8 заболела, резко, очень сильно. Думала, умру. Инзиля Хайрульна в 2020-м переболела коронавирусом, не вакцинировалась, поэтому болезнь протекала в тяжелой форме. И нюх пропал, и как бы я замерзла, вот вся, у меня вся грудь замерзла изнутри, прям я так очень это сильно, прям как будто меня сковало лед. Вот я чувствовала, что лед, и как будто у меня стекло вот там внутри. После выздоровления Инзиля сразу сделала прививку и в дальнейшем постоянно ревакцинировалась. Говорит, с тех пор больше не болела. Сейчас в Татарстане 180 пунктов вакцинации от коронавируса. В каждый в день приходит не более 10 человек. Зимой было до 50. Сейчас в республике рекордно низкие цифры ревакцинации. Нет, я не делал. Вторую, первую только делал. Ну, вакцинацию пока вообще не делал, в принципе. Для начала надо сначала пройти полное обследование организма. Вот сейчас где-то в сентябре придется делать, наверное, третью. О необходимости повторной вакцинации говорят и медики, и эпидемиологи. Сегодня в Татарстане развернуто 18 временных госпиталей на 460 мест. Сейчас свободны только 8%. И если потребуется, количество коек увеличат. В России уже выявлены случаи заражения новым штаммом «Кентавр», который, как говорят специалисты, хоть и переносится в большинстве случаев бессимптомно, но им легко заразиться. На сегодня вот 1309 случаев омикрона зарегистрировано, 34 завозные и 1275 – это местные случаи. Штамма «Кентавра» пока на сегодня в Республике Татарстан не зарегистрировано. В России введены новые правила вакцинации от ковид. Сейчас первый компонент спутника ВИ приравнен к спутнику Лайт. И после получения прививки в течение 6 часов выдается QR-код. На сегодня в республике коллективный иммунитет составляет около 7%. Ревакцинировались только около 340 тысяч татарстанцев, а необходимо в 4 раза больше. В России коллективный иммунитет составляет более 12%. Регионами-лидерами являются субъекты Дальнего Востока. Там ревакцинировались около трети населения. В то время как Татарстан занимает одну из последних позиций в стране, что может привести к росту заболеваемости и возобновлению ограничительных мер. Если ситуация будет ухудшаться, придется вынужденно вводить и масочный режим, это и запрещать массовые мероприятия, которые у нас чуть-чуть начали проводиться. То есть понятно, что история с QR-кодами, ее тоже никто не исключал. За последнюю неделю в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 3 раза. За сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев. В Татарстане ситуация стабильная. В день заражаются ковидом 40 человек. Иван Сарафанов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.